О добрых и важных делах будем говорить в ближайшие несколько минут. На днях свой 10-летний юбилей отметил благотворительный фонд «Потерь нет». Это тот фонд, о котором мы периодически говорим в нашей студии, встречаясь с ребятами, с благотворителями, с председателем, в конце концов, с Айгуль Губачевой. Сегодня она тоже вместе с нами. Член Общественной палаты Республики Башкортостан, председатель благотворительного фонда «Потерь нет». Айгуль, доброе утро. Доброе утро. В вашем лице мы можем поздравить вас и всех причастных к благотворительному фонду, всех меценатов, всех волонтеров, всех неравнодушных людей с 10-летним юбилеем. 10 лет – это такая уже внушительная дата. Да. Просто многие начинают, ну, как начали, так и закончили, да. Но, в общем-то, можно сказать, что 10 лет для вас эта цифра прям уже такая весомая. Да, действительно, нам иногда даже самим не верится, что прошло уже 10 лет. Причем я почитала историю создания благотворительного фонда. Она грустная, как, собственно, и то, чем ребята занимаются. С одной стороны, ну нет, все равно я преклоняюсь и восхищаюсь вами, потому что у меня аж слезы накатываются почему-то. Ежедневно общаясь с маленькими детками, которые остро нуждаются в лечении. Мне кажется, это нужно быть настолько сильным человеком морально. Вы просто супер. Да, спасибо. Вот возвращаясь к истории создания, она такая. Да, грустная, давайте конечно. расскажу телезрителю, чтобы тоже были в курсе. Основатель фонда Радмила Сурначева, у нее сын Данил в возрасте 2 лет заболел лейкозом, это рак крови. Они прошли лечение, Даня вышел в ремиссию и был практически 5 лет. Через 5 лет после онкологического заболевания снимает инвалидность и считается, что человек здоровый. Но, к сожалению, у Дани случился рецидив, и потом снова было лечение, химиотерапия, лечение в Москве, готовились к пересадке, но, к сожалению, организм Дани вот этой высокодозной химии не выдержал, и вот в возрасте 8 лет 10 месяцев Дани не стало. Это было в 2008 году, и в 2011 году Радмила основала фонд «Потерь нет». После смерти Дани она помогала как волонтер, покупала бытовую химию, проводила праздники в отделении гематологии, но потом поняла, что не может забыть эту историю, уйти, и вот решила, что нужно помогать системно, и в 2011 году, получается, был зарегистрирован фонд. И недавно мы как раз, отмечая юбилей, Радмила сказала, что очень гордится, что, по идее, фонд уже существует даже больше, чем прожил ее сын, и надеется, что история его будет весьма долгой, даже переживет ее и будет работать, пока в фонде есть потребность. Давайте напомним, кому помогает благотворительный фонд «Потерь нет». Основные подопечные – это дети с онкологическими, онкогематологическими заболеваниями из Республики Башкортостан. Это всегда какая-то адресная помощь? Не только. Мы помогаем и адресно конкретным детям. Также у нас есть системные проекты, например, оплата исследований федеральных центров, оплата перелетов. Мы также помогаем отделению гематологии в целом, стараемся там создать комфортные бытовые условия. Недавно совместно с нашими партнерами сделали 2 потрясающие кухни на 2 этажах, гардеробные комнаты, то есть организуем такое общее пространство, проводим праздники, какие-то творческие мероприятия, чтобы больница больше стала похожа на дом, чем на просто казенное учреждение. За 10 лет, за эту 10-летнюю историю, есть ли у вас какая-то статистика, какому количеству деток вы помогли? Ну, вообще, какую-либо помощь от нас получили более 2000 семей. У нас более 600 договоров адресной помощи. Мы собрали более 60 миллионов рублей, выиграли больше 13 грантов. В этом году также создали фонд целевого капитала, чтобы укрепить нашу финансовую устойчивость. Больше 500 волонтеров нам помогает, больше 40 тысяч благотворителей. То есть цифры такие внушающие. Мы надеемся, что дальше будет еще большее развитие, потому что развитие идет такое нелинейное. То есть поначалу было так достаточно скромно, постепенно, потом вот развитие идет так все больше и больше. Айгуль, ну вот развитие, вот мы сейчас, коль говорим про развитие, у нас есть такая уникальная возможность, нас смотрят не только в республике, но и за ее пределами далеко, поэтому можно прямо сейчас обратиться к нашим телезрителям. Я знаю, что нас смотрят очень добрые и отзывчивые люди. Кому сейчас нужно
нужна помощь, вот мы говорили про адресную, ту самую помощь, кому сейчас нужна помощь, кому сейчас собираем деньги. У нас сейчас есть подопечный мальчик Гильман Имран. Мы собираем ему средства на оплату перелетов в Москву, чтобы он мог летать в федеральные центры на лечение и обследование, на оплату МРТ и оплату генетического анализа, чтобы более точно установить диагноз и подобрать наиболее подходящее и эффективное для него лечение. Также на нашем сайте можно сделать перевод любым удобным способом с карты, с телефона. Сайт потерьнет.ру, там есть подробная история Имрана, можно сделать для него адресное пожертвование, либо выбрать тот проект, который вам окажется ближе, и помогать детям системно. Вот, кстати, вы напомнили, да, про сайт. Очень часто, буквально раз 5 в месяц мне точно прилетает в Инстаграме: сделайте, пожалуйста, репосты. И там какие-то непонятные фотографии, непонятные фонды, которых и в помине-то не существует. Я уже очень скептически отношусь ко всяким таким, значит, сообщениям. Как можно проверить фонд? Вот он реальный, нереальный, можно доверять, Причем мы нельзя сейчас доверять? спрашиваем у вас, как у человека, который имеет отношение уже более 10 лет к благотворительности. И напомним, что благотворительный фонд «Потери нет» самый что ни на есть честный, добросовестный. Все сотрудники, все работники, волонтеры фонда делают все на совесть. Поэтому вот за фонд «Потери нет» мы точно можем сказать, что эти ребята работают на все 100%, даже больше. Ну, я бы рекомендовала проверить, вообще зарегистрирован ли фонд. Это можно посмотреть на сайте налоговой, на сайте Минюста. Есть ли на сайте Минюста отчеты этого благотворительного фонда. Также посмотреть информационную открытость конкретного фонда. Есть ли у него сайт, есть ли на этом сайте отчеты, как часто публикуются новости. Потому что создать страничку ВКонтакте и сымитировать благотворительный фонд очень легко. А вот создать историю публикаций, выступлений в СМИ, каких-то мероприятий, делать прозрачные отчеты — это уже такая системная деятельность. Ну и посмотреть, сколько фонд работает. А вообще мы рекомендуем все-таки по рекомендации знакомых, друзей, кому вы доверяете, чтобы они порекомендовали проверенную благотворительную организацию. И если деятельность эта вам откликается, подписаться на регулярный платеж, и лучше помогать проверенной организации системно-регулярно, и тогда не будет вот этого эмоционального скачка, желания, да, помочь где-то там в транспорте, закинуть деньги в непонятный серый кэшбокс, да, и вы будете знать, что ваша помощь точно дойдет до адресата. Благотворительный фонд «Потери нет», фонд, которому доверяем мы, значит, можете доверять и вы. Мы вам его рекомендуем. Айгуль, спасибо вам огромное за то, что вы делаете, всей вашей большой команде. От нас просто низкий поклон. Мы очень надеемся, что все детки на нашей планете, в нашей стране, в нашей республике будут здоровы, и у вас будет меньше работы. Я вот искренне желаю это. Большое и детям, спасибо. и вам. Спасибо вам.